едем в деревню Верхние Очаги, где находится музей имени Аркадия Айдака. Это бывший директор колхоза «Ленинская искра» в Ядринском районе Чувашской республики, который активно развивал лесоразведение в своем колхозе. Мы хотим найти тех людей, которые еще помнят те времена, чтобы они нам рассказали, как это было, как там люди засаживали овраги, как они делали защитные лесополосы, которые бы удерживали влагу, удерживали бы и снег весной. У колхоза было колхозное лесничество, то есть это все была такая налаженная системная работа. Это самый такой овражистый район, наибольшая площадь оврагов в Чувашской республике. И он понял, что это проблема и как ее вообще можно ее решать. Соответственно, один из способов – это посадка леса, укрепление берегов рек. Сначала у них была большая работа по предотвращению углубления русла оврагов, потому что чем глубже овраг, тем быстрее он растет. И строили такие плотинки для того, чтобы заиливать дно оврага, чтобы оно не разрушалось, дальше не размывалось. И сажали лес там же. И по берегам оврагов тоже сажали лес, чтобы укреплять склоны. Посмотрим на результат, должно быть довольно интересно. Край бедственный был, степной район был. Я родился, вырос в этой деревне, живу тут, в соседней деревне. Мы в школу по чашу уходили, вот через поле там, пешочком всегда 4,5 километра. Пыльные бури стояли по весне. Не только водная эрозия, а эрозия ветровая еще. Не было этих лесов, ни одного деревца не было. Я помню голые овраги, по весне выпускают скот кое-как, там родники иссыхали, выгорала земля, и ни в поле нет, ни в оврагах нет, ни косить нельзя. Только единственное, там выше реки Мочкаушка, там на этих лугах немного спасали. Даже для коров солому в Нижегородской области ходили туда за 5%, за 10%, стоговали и возили сюда и содержали одну корову кое-как. Вот было такое положение. Все это началось с 1964 года, когда Аркадий Павлович, будучи секретарем райкома комсомола, закончив педуниверситет, вернулся в родные края. Горел желанием преобразить, показать на практике, как можно обустроить села. Не пошел куда-то в администрацию, приглашали в обком, какая-то обком комсомола и дальше эти органы. Он решил посвятить себя вот этому краю. Вопрос в основном в 1959 году. И вот Аркадий Павлович Айдак 1964 года бессменно он руководил до 2007 года. И под его руководством наглядно даже тут видно по всей территории, во всех оврагах, лесополосы, рукотворные леса в колхозе. 270 гектаров леса. 64 пруда его команда это сделано. Был смыв, весенние воды же смывает, вот тут даже фотографии сохранились, вот как Пашины запруды делали. Да, кстати, когда читаешь, очень сложно представить. Сейчас их уже не увидишь нигде, там все уже заполнено землей. Чтобы берег не смывало, смотрите, тут тысячи колев тут забивали. Потом через некоторое время, вот на втором году уже вот все заросшее. Плюс еще, когда деревья сажали, надо было еще ухаживать за этими деревьями. На следующий год, те, которые не пошли, заново досаживали. 1974 года вся территория колхоза является охотничьим угодьем. В 2007 году создан особо охраняемой природной территории этноприродный парк Очаки. Вот этот этноприродный парк Очаки переименован в честь Аркадия Павловича, этноприродный парк имени Аркадия Павловича Айдака. Аркадий Павлович пришел, решил изменить всю систему природоохранную, земледелие, но на охрану работы нужны деньги. Денег никто не дает.
Значит, решил внедрить систему севооборотов многолетней травы люцерна. Дальше его не было. Только единственная коммуна там, хотя всего один энтузиаст пробовал люцерну сеять. И он этот опыт перенял. Значит, приураженные места и все прочее засел многолетними травами. Кормовой запас создал для колхозного стада и для подворья. Когда все это сделали, выпаса прекратили в оврагах. Обеспечили кормом до 15 мая никто не выпасал, не выпускали. Пока корневище трав не подкреплялось, в овраге выпасали только после Петрова дня, после сенокоса, на отставу. А так содержали, на полях выделили по 25-30 соток условный голос скота, на условный голос на пашне. Засеяли белый клевер с овсяницей. Она не вытаптывается, быстро восстанавливается, где можно пасти ежедневно, и это удовлетворяет потребности населения. Лесопосадки. Раньше сажали, скот потравил, и снова отчеты дали там столько-то тысяч корней, и потом снова надо было сажать. А тут, раз обеспечены кормами, стоят у них в оврагах не выпасаются, где посаженный лес, расчет быстро идет, поднимается. Экономика колхоза, он внедрил хмелеводство, семена многолетних трав начал производить, и откорм скота. Тогда премиальные надбавки давали до перепроизводства, и огромные суммы денег в наш колхозный кошелек в казну потекло. Он собирал скот на откорм почти со всей республики и соседних областей. Нижегородские, марийцы возили сюда колхоз набитку этим, он откармливал, привез и лишний привез, и дотации премиальной очень много было денег. И на природоохранной работе. Вот устроили сколько западов водоемов, общей площадью где-то более 100 гектаров. Они рассредоточены мозаично по всей территории колхоза, и абсолютной засухи у нас нету. 450 миллиметров осадков в год. На территории средний, значит, показатель иной раз меньше. Вот нынешний год был совсем мало, не урожай. Была засуха в 2010 году. У нас пожары были. Ага, вот тоже тогда по всей республике урожай не было. Там 5-6 центнеров, 2,5 сеем, 4-5 центнеров собрали. У нас 14 центнеров было. От чего? Потому что мозаичное расположение западных водоемов и участков леса позволяет сохранить атмосферную влагу. Выпадает роса, как горизонтального осадка чернозем. Это для зерновых культур достаточно получить вот такой засушливый год, даже вот такой 14 центнеров урожай. 1979 года, 1979 года, вот по дороге сюда, до Алешкина, стояла одинокая березка. Тогда еще такого леса не было, одиночная березка в 1979 году. Тогда санавиация обрабатывала, сельавиация обрабатывала, и засохла эта березка. Аркадий Павлович трепенулся, все, химии не будем применять, без химии. И меня агротехника, агротехнические приемы и все прочее. 1979 года не применяется ядохимикат. А удобрение применяют в допустимых дозах тоже, только 54 килограмма в действующем веществе на гектар. Вот. Это стимул только. И лекарство отличиться, или сохранить здоровье, надо применить в таких дозах, доза решает. И в урожайности также надо применять только расчетное количество. И внести локально там, туда, где положено. И вот урожай оттуда 45, 25, 45 центнеров вот этих. После 35-45 стабильный урожай. Вот нынче 25, я слышал. Засушливый год, 25 центнеров. Засушливый был, осадков не было. В принципе, если корма тоже экологически чистые, допустим, без химиката, без всего, значит, продукты животноводства тоже, они чистые. Мы находимся на участке,
единственной контурной волостной организации территории поля. 225 гектаров территория. Курский институт сельского хозяйственного проектирования нам сделал проект. И первый вот в 1984 году пришли, экскаватор пришел, и вот начал жить эти каналы. Вот точка, там уже 2 градуса, 1,5-2 градуса сток начинается. Раньше отсюда с этих полей вода собиралась, накапливалась и щелевый поток. Даже через селищное хозяйство, которое расположено по берегу Вылы, уносило и даже хлеб. Такие явления были экстренные. Вот первый опыт на этом участке. Экскаватор начал рыть канавы. Глубина 1,40 м, глубина промерзания грунта зимой. 1,40 м ширина, вот видите, ширина ковша экскаватора 50-60 сантиметров. И не водоотводная канава это, а водонакопительная, аккумулирующая воду. Чтобы зимой не замерзал, туда наполняли шмельботву, ненужные отходы люцерновые, отходы солому, чтобы набивали. Вот там и зимние морозы не замерзал. Вода начинает таять весной, она сюда накапливается, наполняется и почва впитывается. Через 20 метров, чтобы вода не утекала. Такие поставлены перегородки. И тут 4 ряда посадок. Через 220-250 метров следующая вот такая она. Почему береза быстро восстанавливается? У нас в свое время, когда семенники многолетних трав были, семена производили, а опылители, дикие опылители, даже канадскую пчелу завезли. Было. Для них мы энтомологические заказники строили при оврагах и прочее. А тут получается естественно, береза влагу вытягивает, всегда под ней сухо. Вот они исчезляют туда вот эти всякие энтомофаги, всякие полезные вредители. У нас полный биоценоз на территории, в принципе. Вот для этих целей. А там сосна, это она тоже быстро восстанавливается, быстро растет хорошо. Вот, ну, садили доступный материал из питомников. А на урожайность влияние? Главный агроном колхоза Никитин Константин Петрович, он еще тогда сельхозинститут закончил. Вот он впервые защитился по исследованию на этой территории, урожайность, на 14% больше, чем в других местах. Вот. Это благо оно отдается, урожай, через корневую систему, как не говорить. Вот. А площади, оно, видишь, хоть дерево растет, хоть зерновые растут, оно все равно сейчас лесоматериал, пожалуйста, и для населения, и для хозяйства, хоть на любые цели, для строительных целей уже использовали. Сейчас фиксировался вот этот слой, сейчас уже она замерзать начинает. Песчаные талые воды переливаются уже. У нас раньше не переливалось. Сейчас надо будет прокопать по новой и наполнить это сделать. Тогда я первый опыт с двух сторон посадили вот это. У нас всего организован таким методом 800 с лишним гектаров. 800 с лишним. Вот первые 225 гектаров под эти, вот две стороны. Надо будет вообще нам в один ряд спилить, чтобы почистить и снова сделать, чтобы это работал, механизм работал. Более 10 лет исследований, вот уже через промежуток и гумус, и животно-растительный мир, какой баланс соотношений, все через Минприроды и Госсельхозакадемии Чувашской, и другие привлекают других ученых от других сфер, они исследования эти территории проводятся. Вот я и Галина Петровна Чернова, вот они исследовали, говорят, почва здоровая, если на 1 квадратный метр насчитывается 25 штук
дождевых червей. Индикатор. Но у нас 304 штук на 1 квадратный метр дождевых червей. Эта биофабрика работает с весны до поздней осени, перерабатывает гумус. Гумус раньше был в поле 3,14. Теперь 3,4, 0,26% выше. При таком положении, допустим, раньше вносил, я помню еще тогда, ливневый дождь, спахали, черный пар, и там как асфальт остается, все смывает, и ничего нет. Это сколько лет надо было накопить этой гумусной массе? Столетиями. И один ливень, и все смыло. А у нас теперь чисто паров нет, ДНП, клеверные пары. Прочее, организовано так, что многолетние травы, экономический эффект. Раз посеял, 2-3 вкуса эфирного сена в сезон. И дает полный, обеспечивает всем этими кормами. А если зерновые только перешли, это вот и люцерн раз посеял 5, 6, 7 лет на одном месте можно скосить. Вот из таких соображений в наших краях, в нашем ландшафтном земледелии, именно так надо организовать, как ленинский искра. Перенять полностью ленинский искру, скажем, хотя бы зону Поволжья и прочие эти районы, вообще было бы Поволжье благодатный край. Раньше говорили, враг природы. Аркадий Павлович говорит, попробуй сейчас столько водоемов строить, бульдозерами на ровном месте сделаю такие водоемы. А тут какой враг, запруди, сделай, укрепи, вот тебе на благодать. Там не только вода, а там и рыбу, рыборазведенческое хозяйство было в колхозе, Яровой Косах, рыбопитомник. И вот тут разводили вот эти все, во всех деревнях зарыблены, эти пруды зарыблены. Каждый житель у нас старше 18 лет посадил по 100 корней выращивал, посадил. Я сам, у нас 74, мы 400 корней посадили лес. Вот и у Юры, и родители все массово выходили, работали как лесом. Очень было интересно работать, жить.